Құрметті отандастар, құрметті құрылтай қонақтары. 23 жыл бұрын өз алдына тәуелсіз ел болған Қазақстан бүгін үлкен сынның артық айтқандық емес, қауіп пен қатердің алдында тұр. Оның басты себебі бүгінгі биліктің көп жыл бойғы мемлекет басқарудағы экономикалық, әлеуметтік саясаттағы қателіктері. Осы проблемаларды шешудің орнына билік жемқорлыққа салынып, тойымсыз олигархтар мен топшы кландардың жетегінде кетті. Осының салдары адам төзгісіз әлеуметтік жікшілдікке, қоғамдағы жаппай әділетсіздікке әкеп соқты. Билік халықтың өзіне деген сенімін күннен күнге жоғалтуда. Мұның арты ерте ме кеш те өшпенділікке ұласып, әлеуметтік қақтығыстарға, қан жоса төңкерістерге бітпейтін азамат соғысына апаруы мүмкін. Оны біздің көршілерімізде болып жатқан жағдайдан жақсы білесіздер. Ондай мысалдар дүниежүзінде жетіп артылады. Мұның бәрі кешегі тарих емес, таяу шығыста, араб елдері, Африкада, қасымыздағы Ауғанстан мен Украинада болып жатқан бүгінгі жағдай. Егер Қазақстанды күйзеліске тартып бара жатқан процеске тоқтау сала алмасақ, тек билікке емес, осы елдің азаматымыз деп жүрген біздерге де келешек ұрпақ алдында кешірілмес күнә. Сондықтан осындай шешуші кезеңде елімізге төнген қауіптің бетін қайтарудың жолын талқылап, нақты іс-әрекетімізді үйлестіру үшін бүгінгі жалпыұлттық азаматтық жиналысқа келіп отырмыз. Жаңа мен айтып кеттім, бұл жиналыс аяқ асты шақырып отырған жоқ. Осы мәселеге байланысты өзекті проблемаларды бұған дейін бірнеше алқалы жиындарда талқылап, көптеген азаматтық тыңдаулар өткіздік. Бұл жиындардың қорытындысы бойынша наурыз айының 12-сінде арнайы меморандум қабылданып, жалпыұлттық азаматтық жиналыс шақырудың қажеттігі анықталды. Бұл бастама аймақтарда өткен жиындарда талқыланды. Онда Қазақстанның болашағы үшін жауапкершіліктің өз мойнына алуға дайын азаматтардың бар екенін көрсетті. Міне сөйтіп, халықтың үмітін арқалаған жүздеген делегат бүгінгі жиналысқа келіп отыр. Бүгін біз Қазақстанның болашағы туралы салмақты ой қозғап, елімізді тығырыққа тіреп отырған авторитарлық жүйеден халық билігіне күйзеліссіз өтудің айқын бағдарламасы үшін нақты іс-әрекетке көшетін қоғамдық күшке айналуымыз керек. Уважаемые участники общенародного гражданского собрания, я рад приветствовать в этом зале всех граждан, благодаря которым наше общегражданское собрание стало возможным. Этому предшествовали 2 года подготовительной работы. За это время мы провели ряд общественных слушаний и круглых столов по ключевым социально-экономическим и политическим проблемам. Опубликовали в средствах массовой информации множество материалов и статей. Состоялись гражданские собрания в Алматы, Астане и областных центрах. Теперь мы имеем возможность подвести итог всем нашим предварительным дискуссиям, дать объективную и многостороннюю оценку ситуации в стране и, самое главное, наметить наиболее реалистичные пути устранения накопившихся проблем. Думаю, сегодня многие выступающие предложат свое видение ситуации и пути ее исправления. Мне бы хотелось выделить наиболее общие, существенные моменты, контурно обозначить свои предложения. Уважаемые соотечественники, происходящие в мире события наглядно показывают, на краю какой пропасти могут сегодня оказаться государства с несостоявшейся экономикой, неукорененными политическими институтами, социальными и клановыми противоречиями. В частности, я имею в виду процессы, происходящие в Украине, которые реально угрожают ее государственности и территориальной целостности. События, которые там происходят, вольно и невольно заставляют нас проецировать их на Казахстан. И мы убеждаемся, при всех отличиях от Украины, перед нашей страной стоит не менее
не только во многом аналогичны, комплекс внутренних угроз, но в чем-то даже еще более серьезные геополитические опасности. Эксперты посчитали, что за последние 4 года такие слагаемые, как массовая бедность, коррумпированность правящей верхушки, острое осознание обществом социальной и политической несправедливости привели к фактически насильственной смене власти более чем 2 десятков государств. Практически во всех случаях подобный метод преобразований дестабилизировал экономику, поселил хаос, привел к человеческим жертвам. После так называемой арабской весны в 2011 году журнал «Экономист» назвал Казахстан в числе стран, в которых повторение этих событий наиболее вероятно. Прошло 3 года, и разве у нас стало меньше предпосылок, которые в свое время взорвали арабский мир? Напротив, действия дестабилизирующих факторов только усугубились. Проблемы обнажились и вызовы усилились. Позади 23 года всевозможных лозунгов об успехах Республики Казахстан. По контрасту с их бравадой мы особенно отчетливо понимаем, что за это немалое время в нашей стране не создано ни одной устойчивой укорененной основы государственности. Будь то экономика, политика, духовно-идеологическая сфера, везде суверенное национальное наполнение подменяется выхолощенной формой и показными атрибутами, все более далеким от реальной жизни. Государственной идеологией нашей страны стало лицемерие и двойной стандарт. В демократическом государстве, в кавычках, каковым провозглашает Казахстан наша Конституция, реальная власть принадлежит сросшимся бессменной властью олигархическим и тройболистским кланам. В государстве, конституционно декларирующем ценности патриотизма, правящая верхушка намертво срослась с экспортно-сырьевым бизнесом иностранцев, а большая часть стратегических объектов экономики принадлежат иностранному капиталу. Не пора ли каждому казахстанцу вспомнить о том, что в так называемом правовом государстве судебные, правоохранительные, контролирующие, фискальные органы превратились не только в орудие борьбы с инакомыслием, но и в инструмент подавления деловой активности простых людей. А при декларируемом основным законом экономическом развитии на благо всего народа 3/4 работающих являются низкооплачиваемыми, а около 40% трудоспособных граждан так называемыми самозанятыми. Конституция заявляет, что высшей ценностью государства является человек, его жизнь, права и свобода. Тем большим лицемерием пронизан лежащий в основе всей социальной политики так называемый прожиточный минимум, который примерно в 3 раза ниже, чем необходимо для минимальной полноценной жизни. Что же касается конституционных прав и свобод человека, то, я думаю, достаточно сказать, что по степени свободы, к слову, Казахстан в прошлом году занял 161 место из 180 стран. Не менее красноречиво выглядят наши мировые антирекорды в сфере экономики. В 2012 году Международный валютный фонд назвал Казахстан страной, в которой произошло наибольшее, цитирую, сырьевое изменение структуры экономики. Это как раз то, что мы с полным правом называем сырьевой экономической деградацией. В 1991 году хорошо развитые нефтодобыча, горное дело, черная цветная металлургия составляли не более четверти во всем производстве. Еще четверть давал агропромышленный комплекс, остальное давало машиностроение, легкая, химическая промышленность, масса разнообразных производств, обеспечивающих работой всех казахстанцев. Теперь же сырьевая отрасль формирует до 3/4 всего национального валового внутреннего продукта. Сельское хозяйство дает скромные 6%. Многие отрасли просто потеряны. В таком технологическом откате мало кто в мире нас превзошел. Отсюда и другой показатель нашей экономики, отражающий весь масштаб
и отчуждения от собственного населения. Во всей добывающей промышленности, о которой мы сейчас говорим, востребованы лишь 4% трудоспособных. Это менее 300 тысяч человек. Остальные, включая занятых в деградирующем сельском хозяйстве, фактически поставлены в неполноценный созидательный процесс. Закономерно, что, будучи оторван от общенациональных основ и интересов, такая экономика превращена в механизм постоянного вымывания из страны ресурсов развития. Не случайно почти 3/4 гигантской выручки, которую страна получила за последние 15 лет от продажи невосполнимых природных ресурсов, без малых 500 миллиардов долларов ушли на импорт всевозможных предметов потребления, которые могли бы мы, естественно, производить, а также на технике для той же сырьевой добычи. При этом и доходов на иностранные инвестиции вывезено более чем на 200 миллиардов долларов, что существенно больше, чем вложено, которым мы хвалимся, вот куда идут инвестиции. Инвестиции поступило меньше, чем вывезено. А так называемое обслуживание 150 миллиардов внешнего долга уже привело к вывозу из страны 270 миллиардов долларов. Это обслуживание этого долга. Это соответствующие проценты, которые мы выплачиваем. Спрашивается, в чем же тогда сам смысл инвестиций и все более тяжелой национальной долговой кабалы? Может ли подобная сквозная в кавычках экономика являться основой подлинного государственного суверенитета? Ответ для всех очевиден. Вывод также лежит на поверхности. Больше невозможно жить в условиях, когда постоянно приходящие один другой кризисы власть называет экономическими успехами. Когда запредельные имущественные и социальные раскол общества, взрывоопасная социальная напряженность выдаются за согласие и стабильность. Страна больше не может существовать в ситуации, когда пресловутая формула «сначала экономика, а потом политика» маскирует нежелание и неспособность власти вывести Казахстан из глухого тупика. Наконец, более нетерпима ситуация, когда авторитарная как по форме, так и по существу система правления выдается за демократическую власть. Когда государство не имеет даже признаков какой-либо концепции развития страны после ухода действующего президента. Уважаемые участники собрания, какой бы ни была наша государственность, она давно состоялась в создании наших граждан. И именно это является самым важным и желанным приобретением всех наших соотечественников. Рождение общественной психологии граждан независимого Казахстана, государства, образующего народа, самое драгоценное достояние, которым никто не имеет права рисковать. Тем более трагично, что главной угрозой не только стабильности, но и государственности в целом является девальвация сознания этого народа общих национальных интересов, утрата общественной морали и идеалов, тотальная дезинтеграция общества по социальным, региональным, имущественным, плановым и другим направлениям. В результате отчуждения народа от участия в управлении люди не чувствуют себя полноценными гражданами своей страны. Народ перестает не только доверять этой власти, но и теряет надежду на перемены к лучшему при нынешней власти. Это прямой путь к социальному потрясению. Осознавая такую опасность, а также острую необходимость в стране национального диалога по ключевым проблемам будоражащим казахстанское общество, настало время для создания широкой коалиции здоровых сил. Она должна принять участие в консолидации народа и совместном поиске выхода из кризиса. Құрметті қандастар, қазіргі жағдайды саралай келе, елімізге қауіп төндіріп отырған 3 түйінді мәселе бар екенін айту керек. Біріншіден, осыған дейін айтылған ең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа батқан биліктің халық жағдайын тым нашарлатып, күйзелісті жағдайға жеткізген әлеуметтік саясаты. Бұл еліміздегі тұрақтылықтың шаңырағын шайқалтатын әлеуметтік толқулар қаупін күшейте түсуде.
Екіншіден, еліміздегі барлық биліктің тетігін өз қолына жиып ұстап отырған президенттің жасы ұлғайғаны. Бірақ осы күнге дейін биліктің қалай ауысатындығының анықталмаған. Осы күмәнді жағдай биліктегі топтық кландардың президент тағын меншіктеп қалу жолындағы өзара астықтың күресін күшейтеді. Билікке жетудің мұндай тәсілі қоғамда тұрақсыздық тудыратыны басы ашық жай. Кейде мұның арты азамат соғысына ауысып кететініне әлем тарихы куә. Сондықтан осы жағдайда да елімізге төнген тағы бір қауіп ретінде қарастыруға мәжбүрміз. Үшіншіден, билік халықтың ой пікірі мен санасына Қазақстанды кедендік одақ пен Еуразиялық экономикалық одаққа қосып жіберді. Шындығында бұл одақтардың Қазақстан экономикасына берер пайдасынан зияны көп екенін сарапшылар айтуда. Ал оның саяси салдарына қатысты көпшілік бұл одақ еліміздің тәуелсіздігіне төнген қауіп деп есептейді. Осы үш түйінді мәселені түбегейлі шешіп алмай, Қазақстанның болашағы туралы алаңдаушылық сейілмейді. Осы қауіптердің алдын алу үшін не істеу керек? Соны біз бүгін анықтауымыз керек. Стратегическая задача нашего общенародного гражданского собрания, как мне представляется, очевидна. Мы должны создать платформу общенационального диалога как политический инструмент вовлечения общества в решение судеб страны, тем самым воздвигнуть барьер на подковерных властных игр. Предложить обществу ответы на возникающие вызовы с целью обеспечения подлинной стабильности и качественной модернизации независимого Казахстана, включая экономику, политику и социальную сферу. Выдвинуть национальные нравственные идеи, противопоставив прагматическому цинизму и лицемерию подлинные общечеловеческие идеалы. Что это означает применительно к важнейшим сферам жизни страны? Политической системы. Совершенно очевидно, что ключевым условием для решения всех вышеизложенных задач является изменение природы казахстанской экономики. А достичь этой цели возможно только через решение политической задачи отделения власти от собственности, переформатирование режима личной президентской власти в систему институциональной демократии, подведение под понятие государственности подлинно широкого фундамента народовластия. В итоге, я думаю, будет вполне правомерно назвать нашу цель демократией и государственностью. Как все мы понимаем, это может быть сделано только путем создания новой Конституции Казахстана. В отличие от сегодняшнего основного закона, она должна четко зафиксировать баланс между ветвями власти и провести красной линией принцип народовластия. Разве можно считать сегодняшний безгласный и бесправный марионеточный парламент ветви власти, представляющей волю народа? Иными словами, должна быть создана парламентско-президентская республика, опирающаяся на действенную систему местного самоуправления. В разных аудиториях каждый из нас обсуждал тему политической модернизации много раз. Поэтому мне вряд ли нужно детализировать все ее аспекты. Тем не менее, при этом не следует игнорировать необходимость сохранения устойчивости вертикали власти в переходный период политических преобразований. Отсюда вытекает множество вопросов. Каким будет этот переходной период? Как определить оптимальное соотношение полномочий между парламентом, президентом и исполнительной властью? Каким будет наилучшее вертикальное соотношение принцип выборности и назначаемости? В частности, будут ли избраться областные акимы, а также судейский корпус? Как наиболее эффективно разграничить административные и бюджетные полномочия между центром и регионом? На все это нам предстоит ответить. Возникает следующая, возможно, самая сложная проблема, которую мы должны решить. Я имею в виду необходимость интеграции существующей власти в процессе национального диалога и достижения консенсуса. Почему я об этом говорю? На наших глазах множатся примеры, когда неудача в деле организации такого диалога оборачивается самыми тяжелыми последствиями. Последний пример – провал переговоров между оппозицией и властью на Украине, после чего ситуация сразу же приняла обвальный характер. Вместе с тем история знает и противоположные примеры. В
В частности, известный многим факт Монклуа, когда в 1977 году в Испании в результате круглого стола всех общественно-политических сил был достигнут общенациональный консенсус мерному демонтажу авторитарной системы, осуществлению коренной конституционной реформы и поэтапной всесторонней модернизации. В итоге эта страна успешно преодолела ситуацию, которая очень напоминала сегодняшнее положение дел у нас. К великому сожалению, власть у нас, прямо цепляясь за отживший, не хочет признавать катастрофическую пагубность своей политики. Мало надежды на то, что их представители согласятся быть одной из сторон общенационального диалога. Поэтому наше гражданское собрание должно превратиться в такую общенародную силу, которая в состоянии найти еще более веские аргументы, чтобы заставить их изменить свои отношения к будущему стране. Что касается экономики, ключевой и неизбежной задачей становится вопрос возвращения государства к стратегической отрасли экономики. По некоторым оценкам, коррупционная приватизация добывающих отраслей 90-х годов лишила республиканский бюджет как минимум 60 миллиардов долларов, исключая последующие неоправданные налоговые и иные льготы. Между тем, засекреченность целевых контрактов каждый день продолжает приносить нашей стране как экономические убытки, так и немалый моральный урон, постоянно подтачивает понятие национальной безопасности. Думаю, никто из нас не сомневается, что в сегодняшних условиях огромная несправедливость в виде мутной и крайне невыгодной для Казахстана приватизации должна быть исправлена. Исторической неизбежностью становится курс на возвращение в собственность государственных отраслей, занятых добычей, переработкой и экспортом стратегических невозобновляемых природных ресурсов. Конечно же, добиваться этих целей необходимо строго в рамках международного права и национального законодательства. Другая исключительно важная задача – обеспечение полной, прозрачной и справедливого налогообложения стратегического экспорта, а также борьба с выводом денег в офшоры. Следует установить порядок, по которому экспортные контракты на стратегические ресурсы будут заключаться и регистрироваться только на территории нашей страны, а платежи по ним проводиться через казахстанские банки резидента. При этом трансферные контракты должны регистрироваться только в совокупности с контрактами для конечных покупателей, использующих поставки из Казахстана не для биржевых торгов и следующих перепродаж, а в конкретном производстве. На наш взгляд, существующие ситуации, когда экспортеры платят явно недостаточные вывозные пошлины, следует ввести для них справедливые индивидуальные рентные платежи. Разумеется, они должны учитывать объективные характеристики месторождений, условия добычи, логистики, а также мировые цены на соответствующую продукцию. Принцип возврата НДС экспортерам следует отменить и ввести налоговое поощрение использования добываемой нефти, угля и металлов во внутреннем производстве.